Прочитаем фаваид имама Ибн Кайима рахимахуллах. Бисмиллахи рахмани рахим. Альхамдулиллахи раббил алямин. Вассалату вассаламу аля набийина Мухаммад ва аля алихи ва асхабихи аджмаин. Амма ба'д. Говорит имам Ибн Кайим в своих заметках, он говорит: «Аль-арифу ла я'муру н-наса битарки дунья». Это вот ваш вчерашний вопрос. Говорит. Тот, который познал Аллаха, он не велит людям, чтобы они оставили мирские блага, то есть мирское свое, дунью, да? Никогда, то есть человек, который познал Аллаха Табарака ва Тааля, не велит людям: оставляйте все дунью, оставляйте вот все мирские блага и так далее, да? فَإِنَّهُمْ لَا يَقْدِرُونَ عَلَى تَرْكِهَا. Так как человек по своей сущности, он не сможет оставить дунью, все равно. Да, он привязан к этой дунье. Это невозможно представить человека, да, такого. وَلَكِنْ يَأْمُرُهُمْ بِتَرْكِ الذُّنُوبِ مَعْ إِقَامَتِهِمْ عَلَى دُنْيَاهُمْ. Но однако он велит им, чтобы они оставили грехи. Грехи, и продолжая заниматься своими мирскими делами, своей работой, своим бизнесом и так далее. Да? Фатарку дунья фадилятун, ватарку зунуб фаридатун. Посмотрите, это и есть понимание религии Аллаха Табарака ва Тааля. Оставление дуньи, это является чем-то как бы дополнительным, да, чем-то там желательным, которые могут делать некоторые там аскеты, да, у которых там сильный иман и так далее, да. Но оставлять грехи является обязательным, говорит, да? Поэтому человек, который понял религию Аллаха Табарака ва Тааля, не приходит и не говорит: зачем занимаетесь этой дуньей, оставьте этот бизнес. Нет, так не говорит он. Он будет приказывать людям, чтобы они оставили грехи. فَكَيْفَ يُؤْمَرُ بِالْفَضِيلَ مَا لَمْ يُقِيمِ الْفَرِيضَ, говорит. И как вообще, это разве логично, чтобы ты приказывал людям оставить что-то желательное тогда, когда они еще не оставили что-то обязательное? Это же неправильно говорит, да? То есть поэтому, братья, мы должны, это и есть мудрость в дава. И сейчас он объяснит нам еще, а что делать дальше. То есть это мудрость дава, да, братья? Не надо начинать дава там, с конца. Надо начало объяснять людям, да? Начало. Поселить людям в сердцах, то есть обучить им самое важное. Мы же говорим тадарруч фи талабил илм, да? То есть постепенное изучение религии Аллаха Табарака ва Тааля, постепенное, пошаговое, да? И когда мы говорим пошаговое изучение религии Аллаха Табарака ва Тааля, мы здесь имеем в виду, что начинать с более важных вопросов и переходить к менее важным вопросам. Мы не говорим, что в религии Аллаха Табарака ва Тааля нету что-то, есть что-то неважное, да? Оно важное, да? Но есть более важные вещи, да? Которые стоят в приоритете. И мы знаем то, что шайтан обманывает. То есть один из методов шайтана для того, чтобы обмануть человека, он дает ему неправильные приоритеты. Когда он делает так, чтобы он занимался желательными вещами и оставлял обязательные. Занимался оставлением макрухов, тогда, когда он еще не оставил мухаррам. Да? То есть один из таких примеров, который можно наблюдать, это когда мы сидим на первом ташахуде. Да, допустим, когда имам читает зухр или аср. Некоторые братья, когда имам говорит Аллаху Акбар и встает, они делают до конца ташахуд. То есть ташахуд, и, видимо, кто-то делает салават. Да? То есть приветствие пророку Мухаммаду, саллаллаху алейхи ва саллям. Тогда, как говорить салават является сунной, а следовать за имамом является ваджибом. То есть здесь это шайтан его обманул. Он думает, он больше поклонения делает, но здесь неправильно делает. Он оставил ваджиб, следовать за имамом, для того, чтобы сделать желательные вещи. Да? Желательные вещи. Или же один из таких примеров, это то, что, допустим, проводить ночное время, это является правом жен, братья. Ночное время после махриба, это то есть, и когда, если она нуждается в тебе, если она зовет, если она хочет побыть с тобой, да, тебе является обязательным побыть с ней, да? А посиделки с братьями это мустахаб, там максимум, что мы можем сказать, да? Иногда бывают посиделки, которые превращаются в макрух, иногда в мухаррам, да? Поэтому здесь шайтан также обманывает этого человека, да? И он еще приводит довод и говорит: я же в этих посиделках могу услышать аят, хадис, который... Не, на самом деле ты не из-за этого сидишь, да? Тебе там интересно там пообщаться, да, чизкейк покушать и так далее, да? Тогда как находиться с женой, то есть пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, он не любил говорить после иша. Знаете, да, хадис есть? То есть он не любил спать до иша и разговаривать после иша. Но однако, как это приходит в Сахих Муслиме, когда он возвращался домой, после иша он разговаривал со своими женами. Да?
Потому что это является ваджибом, братья. Это право их. Целый день ты вне дома, посвяти хоть какое-то время то есть человеку, перед которым у тебя есть обязанности. Да? Перед которым есть у тебя обязанности. И вот здесь поэтому как мы можем приказывать человеку совершать желательные действия, тогда как он не совершает обязательные действия? То же самое, да? То же самое мы скажем об этом. Поэтому мусульманин, он должен правильные приоритеты выстраивать, да? То есть где более важные вещи и так далее, да? Даже помните, когда Сальман аль-Фариси пришел домой к Абу Дарда, рады Аллаху та'аля анхум аджмаин, и жена Абу Дарды, то есть Умму Дарда, она накрыла на стол. Сальман говорит: где Абу Дарда? Говорит, он и увидела то, что то есть Сальман увидел то, что у Умму Дарды была одежда такая ветхая уже, да? Говорит, и то, что она тоже уже усталая была, да? Он говорит, где Абу Дарда? Он говорит, он занимается поклонением, говорит, да? Он сейчас постится, говорит, всю ночь выстаивает, говорит, а мне типа времени не уделяет, говорит. Сальман позвал Абу Дарду и говорит, и уже он за столом, Сальман кушает, и Абу Дарда говорит, я пощусь, говорит. Говорит, кушай, говорит, и заставил его поесть, да? И сказал то, что почему ты свою жену в таком состоянии оставил, да? А сам вот пребываешь типа в ночных намазах, и сам пребываешь там, постишься днем, говорит, да? Говорит, знай, говорит Абу Дарда, говорит, воистину у твоего тела есть право. То есть у тебя есть обязательства перед твоим телом, перед твоей душой и перед твоими домочадцами. Говорит, да? То есть и перед твоим гостем, говорит, да? Когда пришел гость, ты его, если ты его позвал, и он кушает, то кушай вместе с ним тоже, да? Почему? Потому что икрому дойф оказывать гостеприимство является обязательным, тогда как поститься является мустахаббом, то есть это был пост, желательный пост, да? Это тоже является выстраиванием правильных приоритетов, братья баракаллаху фикум. Фаинсу'уба алейхим тарку зунуб. То есть теперь мы переходим к другой стадии. Ты человека не велишь ему оставлять дунью, однако ты ему приказываешь, чтобы он оставил грехи, да? Фаинсу'уба алейхим тарку зунуб. Если же им становится сложно оставлять грехи, фачтахид, вот постоянно, да? То есть кто-то хочет, чтобы его родственник перестал курить, перестал выпивать спиртные напитки, перестал там смотреть там плохие фильмы и так далее, да? Ему сложно оставить, да? Что надо сделать? Да? Как нам призывать, да? Вот Ибн Кайим, это его ответ. Фачтахид ан тухаббиба Аллаха илейхим бидикри алаихи ва ин'амихи ва ихсанихи ва сифати камалихи ва нуути джалалихи, говорит. Тогда прояви усердие для того, чтобы сделать Аллаха для него любимым, упоминая его милости, его доброту, его дары, которые он оказал человеку, упоминая его совершенные качества, да, и красивые атрибуты. فَإِنَّ الْقُلُوبَ مَفْتُورَةٌ عَلَى مَحَبَّتِهِ. Так как сердца, Аллах Табараку ва Тааля сотворил их такими, что они, то есть эти сердца, любят своего Господа, любят своего Творца. Если им показать то, что Он оказал тебе такую-то милость и так далее. И вообще, братья, все поклонение, вот вопрос, почему мы поклоняемся Аллаху, почему мы должны поклоняться Аллаху? Как ответить? Знаете? По двум причинам, всего лишь по двум причинам. И все эти причины, то есть есть и другие причины, но самые глобальные это две причины. Это то, что Аллах заложил нам в фитре, то есть в естественной предрасположенности к принятию истины. Да? Что это такое? Это чувство благодарности. Оно есть у каждого человека. И это чувство, оно объективное. Да? То есть, несмотря на... То есть, это было и с 1000 лет это чувство было у людей, и сейчас, и в будущем оно будет. И что указывает... То есть, наличие этого чувства само по себе указывает на то, что это же информация. Это информация в сердце у человека. Чувство благодарности. Представьте. Да? Это указывает на то, что есть тот, который заложил эту информацию. Это Аллах Табараку ва Тааля. Да? Поэтому оно объективно. То есть и китайцы чувствуют, и африканцы чувствуют, и американцы, они, и казахи, и русские, и все чувствуют, что? Это чувство благодарности. Да? Когда кто-то делает тебе добро, у тебя в сердце возникает это чувство, что ты хочешь отблагодарить этого человека. Правильно? Теперь Аллах Табараку ва Тааля, когда знакомит себя со своими рабами в Коране, манхадж Корана, то есть методология Корана какая?
он упоминает свои милости. Я вам дал то, я вам сделал это, я вам сделал. Так поклоняйтесь же мне. Да? Вот это благодарность. То есть, если мы будем показывать людям вот эту вот, то есть, милость Аллаха Табарака ва Тааля, они сами, то есть, у них внутри возникнет чувство благодарности. Они захотят благодарить Аллаха Табарака ва Тааля. Да? А дальше мы говорим то, что благодарить Аллаха Табарака ва Тааля надо так, как ему угодно. То есть, теми вещами, которыми он доволен и которые он любит. Да? Это первое. Вот почему мы поклоняемся Аллаху Табарака ва Тааля. Мы проявляем благодарность за его дары и за его милости. Второе, это тоже чувство, которое Аллах Субхану ва Тааля заложил в душах у людей. И это объективное чувство, это восхищение совершенством. Да, поэтому мы видим, то, что человек, если видит там, допустим, красивую архитектуру, красивые картины и так далее, он восхищается, он говорит, кто нарисовал, да? Как он красиво это все сделал, да, и так далее, да, и начинает восхищаться этим, да, и некоторые даже, допустим, да, я приведу такой пример, некоторые даже, вот, ну, футболистам, они начинают, когда видят какой-то там красивый гол или красивый там финт, да, они вот так вот делают. Это что? Это их фитра. То есть из-за совершенства они готовы, восхищаются до такой степени, что готовы преклоняться перед тем, кто обладает этим совершенством, да. И Аллах Табарака ва Тааля то же самое говорит. Я обладаю такими-то совершенными качествами. У меня есть то-то. И все, что есть в людях из совершенства, все, что есть в творении из совершенства, кто дал? Аллах Табарака ва Тааля. А тот, который дал совершенство, он более достоин, сильнее заслуживает, чтобы у него было это совершенство. Правильно? То есть факиду шей ла ю'ти. Тот, у кого ничего нет, он не сможет дать другому эту вещь. Понятно, да? Через эти два чувства, поэтому и мы поклоняемся Аллаху Табарака ва Тааля, потому что Он оказал нам все милости, которые у нас есть, и потому что Он обладает абсолютным совершенством, да? Поэтому мы и поклоняемся Аллаху Табарака ва Тааля, да? Почему? Потому что это чувство есть у нас в сердцах, и Аллах Табарака ва Тааля затрагивает эти чувства для того, чтобы побудить своих рабов, чтобы они поклонялись Ему, да? И здесь то же самое Ибн Койм говорит, то есть, если человек не хочет оставлять грехи, тогда ты попробуй сделать так, чтобы он полюбил Аллаха Табарака ва Тааля, упоминая Ему милости, которые Аллах оказал ему, и совершенные качества Аллаха Табарака ва Тааля. Все очень просто. Так как сердца, они сами по себе, Аллах сотворил их такими, что они любят Аллаха Табарака ва Тааля. Поэтому если сердца людей, в них проникнет любовь к Аллаху Табарака ва Тааля, то оставить грехи станет для них легче. Да? То есть они сами скажут, а вот это любит Аллах? Нет, тогда я оставлю. Да? Потому что они полюбили Аллаха, они начинают возвеличивать Аллаха Табарака ва Тааля. Им станет легче оставить упорство над грехами. Да? Поэтому Яхья ибн Муаз, то есть это есть благоразумие. Это есть благоразумие. Поэтому Яхья ибн Муаз сказал, «Толябу аль-акили лиддунья хайрун мин таркиль джахили лаха». Говорит, посмотрите, да? Благоразумный, когда гонится за дуньей, это лучше, нежели оставление дуньи невежественным. Да? То есть невежественный, когда оставляет дуньи, то есть он оставляет это и поступает неблагоразумно. Допустим, он, то есть у него есть семья, дети, нуждающие, он оставляет дуньи, несмотря на это. Я буду поклоняться Аллаху. Хорошо, а обязательства и права перед твоими детьми кто будет выполнять? Перед твоими родственниками, перед твоими родителями, перед твоей женой, кто будет выполнять, да? А благоразумный, когда требует дуни, он гонится за дуни, он получает за это награду. Да? Почему? Потому что он хочет выполнять свои обязанности, да? Прокормить семью, не нуждаться, чтобы его дети не нуждались, да? Чтобы они не чувствовали нищету. Поэтому тот, который познал Аллаха Табарака ва Тааля, он призывает людей к Аллаху и говорит, занимайтесь своими мирскими вот этими благами, своим бизнесом, своей работой, занимайтесь, но будьте рабами Аллаха Табарака ва Тааля. И поэтому, когда мы призываем людей подобным образом, им становится легче отвечать на такой призыв. Да? То есть это у нас же так же, если я стану мусульманином, если я начну читать намаз, я не смогу делать то, и список у него, вот сразу в глазах, я вот это не смогу сделать. Нет. Да, надо ему просто сказать, оставь грехи и все, и занимайся своей дуньей. Да? وَالزَّاهِدُ يَدْعُو إِلَى اللَّهِ بِتَرْكِ الدُّنْيَا فَتَشُقُّ عَلَيْهِمُ الْإِجَابَةِ. А что касается аскета, аскет, то есть у нас знающий, есть аскет. Аскет,
то есть тот, который занимается, монах, да, который занимается поклонением, он в свое благо. То есть он там оставил дунью ради себя же, правильно, да? И когда он без знания начинает людей призывать к оставлению дуньи, да, то людям становится сложнее принять его призыв. Понятно, да? Поэтому здесь тоже есть такой момент: никогда не судите людей по себе, братья, да? Не надо говорить: я прихожу на фаджр, каждый день на фаджр, и все должны приходить на фаджр. Если кто-то не приходит и не делает так, как я, они хуже. И начинать вот это: почему на фаджр не пришел? И всем приставать вот это, да? И гордиться, и так далее, да? Это поступок незнающего. Это поступок вот этого захид, то есть аскета, который является чем? Невежественным. Поэтому, братья, вот эти болезни, кибр, высокомерие, да? Уджиб, то есть самообольщение, самодовольство, да? Самолюбие, то есть унижение людей, то есть презирание людей, да? И так далее. Все это болезни кого? Праведников, братья. Это не болезни грешников. Грешник, у него болезнь, это вот его грехи, его шахва. Да? Понятно? И чем он будет сейчас? Какой реа он будет делать? Чем он реа будет делать? Показуху. Да? Чем он будет сумму делать? Чем он будет возвеличиваться перед людьми и так далее. Да? Наоборот, когда ему говоришь: брат, это неправда, он говорит: да, брат, я знаю, говорит, да, я ошибся, это моя ошибка, я грешный. Он признает, наоборот. Тогда как аскет, праведник, да, ему, если указываешь на ошибку, попробуй указать на ошибку, что с ним произойдет, да? Он начнет под тебя потом там копать, компроматы находить и так далее, и так далее. Лишь бы не принять, да, лишь бы да, и это есть болезнь праведников, да? Все вот эти болезни праведников, братья. Почему? Потому что он начинает: раз я такой, все люди должны быть. Вот у меня планка такая, все тоже должны быть такие. Нет, это религия Аллаха Табарака не такая, да? То есть пророк, саллаллаху алейхи вассаляма, он же не говорил сподвижникам, да, когда они сказали: вы соль мы будем делать, мы будем поститься без перерыва несколько дней. Он же сказал: все, молодцы, да, давайте. Не делайте это, запретил им. Да, потому что мой уровень другой. Да, у вас уровень другой. Понятно, да? Когда на Таравих вышел, 3 дня прочитал, потом домой возвратился. Почему? Потому что я боюсь, что это станет обязательным для вас. Да, потому что я-то могу вытерпеть, то есть у меня, альхамдулилля, Аллах субхану дал иман, да, но там же есть джамаат, которые слабые, которым спать надо, завтра на работу вставать надо, да, что вот такого не было, поэтому он возвратился домой, да. فإن الفطام عن الثدي الذي ما عقل الإنسان نفسه إلا وهو يرتدع منه شديد. Почему? Потому что человеку отказаться от груди, то есть грудь, да, фитом это когда человека лишают, то есть ребенка, грудничка лишает груди, да, чтобы он отвык, да. Это, говорит, самый сложный период. У вас у всех дети, наверное, есть, и вы знаете, да, во что это превращается. Это на 3-4 дня не спать, да, что он рядом с тобой, да, чтобы от матери и так далее. Это самое сложное, чтобы сказать человеку: дунью оставь. Это вот у него такая же ситуация, такая же это произойдет ситуация, понятно, да? وَلَكِنْ تَخَيَّرْ مِنَ الْمُرْضِعَاتِ أَسْكَاهَا وَأَفْضَلَهَا. Но однако, говорит, выбери, говорит, из кормящих самую чистую и самую лучшую. То есть, если ты хочешь дунью, то выбери самую чистую и самую лучшую, да? Которая возвратится тебе с пользой к твоей религии. فَإِنَّ لِلَّبَنِ تَأْثِيرًا فِي تَبِيعَةِ الْمُرْضَ. Так как у молока, то есть это примеры, да, это притчи, которые приводит Ибн Кайим, так как у молока есть воздействие на нутро того, который его принимает, да? وَرَضَعُ الْمَرْأَةِ الْحَمْقَ يَعُودُ بِحُمْقِ الْوَلَدِ, говорит. Поэтому, говорит, кормиться глупой женщиной, если ребенка кормить, если он будет кормиться молоком глупой женщины, да, то он сам может стать глупым, говорит, да? وَأَنْفَعُ الرَّضَاعَ مَا كَانَ مِنَ الْمَجَاعَ, говорит. И самое лучшее кормление после чего? После голодания. Да? Это же так, когда поголодал, даже в Рамадан ты поголодал, и когда кушаешь, даже вода сладкая становится. Да? Даже вода вкусная становится. Да? فَإِنْ قَوِيَتْ عَلَى مَرَارَةِ الْفِطَامِ فَإِنْ قَوِيْتَ عَلَى مَرَارَةِ الْفِطَامِ وَإِلَّا فَارْتَضِعْ بِقَدْرٍ فَإِنَّ مِنَ الْبَشَمِ مَا يَقْتُلْ, говорит. Если ты увидишь в себе силу для того, чтобы отказаться от кормления, то да, поступить таким образом. Да? Но если же не найдешь силу отказаться от кормления, да, то есть это от дуни, да, шейх говорит образно, да, то принимай это кормление, то есть правильными дозами, говорит, да. Почему? Потому что насыщенность иногда человеку убивает, говорит, да. То
есть, если много покушать, человек умирает иногда, да? Это то, что сказал Ибн Кайим, рахимахуллах тааля, относительно отношения мусульманина к дуне, относительно того, как призывать людей к Аллаху, Аллаху алям, саллаллаху аля набийна Мухаммад.